Элла Мусаевна, добрый день. Наш с вами диалог я хотела бы начать с обсуждения вашей работы. По данным Министерства здравоохранения, насколько мне известно, около 30% населения нашей страны страдают от психических расстройств. И в связи с этим я хотела бы узнать у вас, в чем, по вашему мнению, основные причины такой распространенности этих заболеваний? Здравствуйте, Диана. Да, действительно, показывает тенденция исследования о том, что психических расстройств становится больше. И ученые связывают это с тем, что действительно и население на нашей планете уже стало больше, уже перевалило за 8 миллиардов. Но также стоит учитывать сложные факторы. Это экология, наследственность, и плюс доступность медицинской помощи. На сегодняшний день медицина стала общедоступной, и любой человек может обратиться в поликлинику и получить качественную медицинскую помощь. Но если мы копнем еще глубже, то, например, в Европе проводилось исследование, которое доказало связь вдыхаемого воздуха с распространенностью психических расстройств. Так как экология сегодняшнего дня оставляет желать лучшего, то, естественно, и рост психических заболеваний больше. В этом уже играет биохимическую роль, потому что во вдыхаемом воздухе находится много токсичных веществ, продуктов углеродного распада. Это отжигание топлива, от износа шин и прочее. То есть мы ежедневно вдыхаем загрязненный воздух, он оседает в центральной нервной системе, и иммунная система, пытаясь справиться с этими токсичными веществами, вызывает воспаление. Так как дыхание – это непрекращаемый процесс, практически пока мы живы, воспаление переходит в хроническую форму и вызывает органические нарушения в центральной нервной системе, а она уже и несет ответственность за нашу психику. В вашей практике с какими случаями вы сталкиваетесь чаще всего? Именно расстройств? Да, психическое расстройство. Уйдя в частную практику, конечно, спектр психических расстройств более разнообразен, потому что люди знают, что если они обращаются за частной помощью к врачу-психиатру, они не становятся на учет, то есть они даже могут обратиться в анонимной форме. От обычных депрессий до тяжелых эндогенных заболеваний, типа шизофрении, прослеживается ежедневно. Но если выявить прям общий такой момент, который ежедневно я встречаю, это тревожные состояния и панические атаки. Как раз-таки мы коснулись темы панических атак. Я все чаще и чаще замечаю такую тенденцию, что люди стесняются или же не решаются пойти к психиатру или к психотерапевту обратиться. И, к сожалению, есть такая еще тенденция, что такие заболевания, как депрессия, тревожные расстройства, такое проявление, как панические атаки, они не воспринимаются всерьез в обществе, и многие просто не решаются по этой причине обратиться к специалисту. В чем вы видите главные, основные причины данного явления? Психиатрия – это вообще относительно молодая наука. И психиатрия всегда была стигмой, потому что окружена таким ореолом загадочности. Тут идет проблема не только определенного конкретного человека с психическим расстройством или без психического расстройства. То есть людям не объясняется, что такое психиатрия. Например, вообще по России есть такая программа, называется программа развития психообразования психического здоровья, именно цель которой ознакомить людей с тем, что такое психиатрия, что такое психология, чем эти врачи занимаются. И это бы помогло вообще снизить бы и рост заболеваемости, потому что люди бы занимались профилактикой. Второй момент, почему это все страшно и опасно, потому что мы имеем дело с центральной нервной системой, опять-таки повторюсь, и мозг, он ко всему адаптируется. И если человек начинает испытывать тревогу, учитывая его интеллектуальные способности, он, естественно, пытается это интеллектуально как-то обосновать и начинает связывать это с какими-то окружающей обстановкой, предметом, и сам у себя уже развивает фобическую структуру. Естественно, он начинает с этим самостоятельно бороться, потому что кто-то говорит, что у него тоже такое бывает. И чем дольше человек ходит в таком состоянии, тем потом труднее врачу бывает его вылечить, потому что мозг убеждает человека, что это нормально. То есть, чтобы сохранить его психику, потому что наша психика заточена на то, чтобы человек чувствовал себя максимально комфортно в общепринятом смысле, а комфорт – это что-то привычное. То есть даже если мы длительно испытываем чувство какого-то неудовлетворения, мы настолько к нему привыкаем, что нам кажется, что это в принципе и ничего страшного. И когда, например, допустим, вы работаете на работе, но вас не устраивает там какая-то зарплата,
ваше, вы бы хотели выше, и к коллективу вы, в принципе, привыкли, вы можете это терпеть. Вот вы работаете там год, 2, 3, 10, и вам предлагают, например, возможность повышения. Но условие такое, что вы должны перейти там, в другой офис, в другой кабинет, и у вас будут другие функциональные обязанности. По сути, если мы посмотрим объективно, это плюс. Но учитывая, что ваш мозг уже адаптировался и знает, как работать с тем, что есть, он испытывает колоссальный стресс, у вас будет тревожность, у вас могут начаться панические атаки, и чтобы это убрать, вы просто можете отказаться от дальнейшего карьерного роста. То есть вместо того, чтобы проработать, обратиться к психологу хотя бы, а потом уже к врачу, если на то потребует ваше состояние текущее. А вот какие методики и техники вы используете на своих сеансах психотерапии, чтобы решить данный вопрос? Все индивидуально подбирается под клиента, в зависимости от его типологии личности. Но все техники, которые использует врач-психотерапевт, не только я, они все научно доказаны. Это когнитивно-поведенческая терапия и ДПДГ в основном. Остальное все носит такой вспомогательный характер, типа арт-терапии, релаксационной терапии. Это все как бы вспомогательные методы. И в крайнем случае врач-психотерапевт может прибегнуть к фармацевтической помощи именно пациенту. А вот у нас сейчас на дворе осень как раз-таки, мне кажется, очень актуален тот вопрос, что вот как понять, у вас сейчас наблюдаются симптомы клинической депрессии или же у вас сезонная хандра? Сезонная хандра – это бытовое понятие. Его, в принципе, в медицине не существует. А клиническая депрессия – это уже конкретное расстройство, где наблюдается патологически сниженное настроение более 2 недель. И основной симптом именно депрессии не просто патологическое снижение настроения, а утрата способности испытывать радость и чувство удовлетворения от деятельности, которая ранее тебе приносила удовольствие. Если мы вернемся вот к этой сезонной хандре, о которой ты говорила, то это та же депрессия, но в основе которой лежит нарушение аффекта, и оно характерно сезонностью, то есть в определенное время года оно повторяется из года в год. Это не обязательно осень-весна, это может быть зима-лето, неважно. Но тут, в отличие от депрессии, что бывает? Что подразумевается под нарушением эффекта? То есть человек становится не просто с патологически низким настроением, его настроение бывает злобное, агрессивное, склонное к аффекту, к раздражительности, вспыльчивости. То есть говорят, вот человек был как бы нормальный, спокойный, а потом ему спокойно, ну слово сказать нельзя, он реагирует на то, что в принципе мог бы не среагировать. Вот это и есть такие сезонные колебания настроения. А вот какой миф о психотерапии вы бы могли развенчать? Ну смотри, о психотерапии, ну как бы нет особо мифов, которые нужно развенчивать. Но почему-то некоторые пациенты считают, что врач-психотерапевт – это человек, который никогда не болеет, у которого нет никогда там психических нарушений. Хотя это не так. Мы все люди, у нас у всех есть центральная нервная система, вегетативная нервная система, стрессы, и каждый человек на них реагирует. Это миф, то, что нет у человека, у которого нет эмоциональных проблем. Их не может не быть, потому что жизнь сама по себе – это стресс. То есть мы живем с мыслью, с осознанием стопроцентным, фундаментальным, что мы рано или поздно умрем. Это уже стресс для человека. Если сесть и об этом задуматься, любой человек словит паническую атаку. Но вот почему-то пациенты считают, что вот врач-психотерапевт, он этого не поймет. Вот вы все равно не поймете, когда мы начинаем ему объяснять, что просто иди и делай, вот тебе лекарство, ты этого не почувствуешь. Но на самом деле и врач-психотерапевт, и психолог, и психиатр, они такие же люди, они плачут, тревожатся, испытывают панические атаки, но просто у них есть инструменты, как с этим бороться. Они знают, с чего все идет вот от обычного человека. Вот обычный человек испытывает какое-то эмоциональное нарушение, он начинает суетиться, искать причину. Когда врач или специалист в области психики испытывает какой-то эмоциональный момент, он знает, что вот мне нужно сделать вот это, чтобы это нивелировать. То есть у него есть алгоритм действий, а у обычного человека его нет. Элла Мусаевна, мне посчастливилось быть на одном из ваших сеансов психотерапии, и хотелось бы узнать у вас, вот для меня, как участника этого сеанса, хотя я наблюдала только со стороны, да, ваш прием, для меня это было, как вам сказать, я испытала колоссальный стресс.
после услышанного, да, мне было тяжело это перенести, и как вот эмпатичный человек, да, я вот очень близко к сердцу все воспринимаю. Вот как вам удается не переносить вот какую-то информацию, которую вы услышали на своем сеансе, на себя, то есть не нести в дом, скажем так, ту негативную информацию, которую вы услышали, какую-то энергию, да? Как вам удается сохранить этот баланс? Многие люди идут вообще в психиатрию, вот говорят часто такое есть тоже выражение, кстати, еще один миф, о том, что все психиатры сами ненормальные, то есть они идут, чтобы справиться со своими проблемами. Мой случай не тот случай. Я вообще, в принципе, не хотела быть врачом, когда училась на медицине, с каким-то случайным образом я увидела учебник по психиатрии, просто там прочитала его там на одном дыхании. То есть я пришла в специальность работать свою работу. То есть вот я захожу в свой кабинет, у меня начинается работа, я закрываю дверь, работа заканчивается. Мои дети никогда не увидят меня с телефоном консультирующим, или там вот мне звонит кто-то в панической атаке, я начинаю давать инструкции, давай, делай то, все. Вот, нет у меня такого. И мои пациенты об этом знают, но есть такой лечебный принцип. Все вопросы вы задаете на работе, в рабочее время. Во все остальное время вы сами за себя. Вот у вас есть инструкция, есть моя консультативка, и вы должны справиться сами. Самодисциплина в лечении психических заболеваний – это основное. То есть я делаю только 70%, остальные 30% делает сам клиент. Поэтому даже когда нас учили вот психотерапии, вот именно психотерапии, если взять, наш преподаватель всегда говорил, вы должны уметь чувствовать, как ваш пациент, но не забывать при этом, что это не вы. То есть уметь пропускать по касательной. И вот я придерживаюсь этого постулата, консультируя. То есть это мой пациент, которому я должна помочь. И если я буду принимать это на себя или переживать, или переносить на него свой травматичный опыт, конечно, я не смогу ему помочь. А вот вы сказали, что вы поначалу не хотели учиться в медицинском учреждении, да? Да. А вот как ваша семья вас уже поддерживала во время обучения, уже после выпуска, когда вы устроились на работу? Мне кажется, нет такой семьи, которая не хочет, чтобы в их семье был врач. Это считается очень престижным. И когда я была ребенком, я сказала такую фразу, что я хочу стать врачом. Я не помню эту фразу, ну как-то смутно. И если как бы ее притянуть сейчас за уши, там можно было отправить меня на биохимический факультет, потому что я хотела создавать какие-то препараты больше. Но так получилось, что это было послевоенное время, и выбирать было мало из чего. И действительно, медицина это была перспективная область, и как бы родственники меня туда просто отправили, и все. И поддерживали, конечно, потому что первое время вообще желания учиться не было, но приходилось, естественно, иначе бы тебя исключили. Конечно, поддерживали, помогали. В то время было очень сложно учиться, ни интернета, ни учебников. Безумно сложное время было, но, тем не менее, конечно, поддержка близких у меня всегда была. А не сложно ли совмещать работу с семьей? Нет, как я уже говорила ранее, работа остается на работе. С семьей совмещать мне ее абсолютно несложно, и потому что просто я не трачу свое свободное время от работы на эту же работу. То есть у нас в психиатрии, если, например, обычный врач, у него отпуск там 21-28 дней, то у психиатра около 60 дней он должен отдыхать, и как бы это необходимость. То есть если он не отдыхает, не уходит в отпуск, его просто могут не допустить к работе. То есть у нас как бы частная клиника, мы сами регулируем свои отпуска, но в государственных клиниках, когда я работала, это было обязательно. То есть ты отработал, ты должен отдохнуть. Вот как религия, она влияет на психическое здоровье человека? Вообще структура психики, она как бы состоит из 3 «я». Это наши инстинкты, базовые потребности, наша «я-концепция», это то, что сейчас происходит в нашем сознательном режиме, то, что мы как бы о себе знаем. Но есть сверх-я. Туда и входят наши моральные ценности, наша религия. И есть такая фраза, которая мне очень нравится. Приближаясь, делая шаг навстречу своим инстинктам, ты приближаешься на шаг ближе к животному. Но отказываясь от них, ты приближаешься к человеку. То есть религия помогает человеку быть выше, чем он может даже себе позволить. То есть он самодисциплинирован, у него высокий уровень силы воли, он занимается всегда саморегуляцией, есть четкий свод правил, что можно, что нельзя, и, конечно, она облегчает жизнь человека и, соответственно, делает психику его более стабильной. Вот хотелось бы еще узнать у вас такой момент. Есть мнение, что определенная часть людей, страдающих от психических расстройств,
не хотят на самом деле излечиться от этих расстройств, потому что есть какая-то причина, которую они не хотят даже самим себе в этом признаться, но есть какие-то, ну, то есть, возможно, они нуждаются в жалости, поддержке со стороны своих членов семьи, или же еще по каким-то причинам, или же они просто не хотят работать в каком-то месте, и вот это психическое заболевание, оно позволяет им не идти на ту работу, которую они не хотят. Есть такой спектр расстройств под рубрикой F44, который называется диссоциативные конверсионные расстройства, которые формируются в результате какой-то вторичной выгоды. То есть вот у человека есть внутренний конфликт. Например, возьмем самую бытовую ситуацию. Вот девушка вышла замуж, и как бы там не все, как она планировала. И она начинает болеть, она начинает падать в обмороки, она начинает испытывать слабость, она начинает плохо спать, у нее начинается плаксивость. И родственники какие-то, естественно, начинают ее оберегать, какие-то отправляют домой, или она сама уходит, подразумевая вот это вот ее состояние болезненное. Вот эти спектры психических расстройств называются диссоциативные или конверсионные расстройства, в основе которых лежит внутренний конфликт между тем, чего ты хочешь, и между тем, то, что у тебя есть. И пока ты не найдешь вот эту гармонию, баланс этого, только, естественно, человек бесконечно будет болеть. И еще есть второй момент, тоже какой. Вот человек, когда страдает этим заболеванием, и оно бывает у определенного спектра людей, у тех, которых воспитывали в основном по демонстративному типу, по типу кумир семьи. Вот человек привык к вниманию, и болезнь это внимание провоцирует. Да, вот я про это говорю. И вот ты пытаешься его избавить от этой болезни, но ты у него спрашиваешь, вот ты готов, вот обычно я спрашиваю, я это уберу, тревогу я уберу, приступы я уберу, спать ты будешь хорошо, но вот это внимание, твой муж, твоя мама, там, родственники, они не перестанут обращать на тебя внимание, тебя отправят на работу, ты будешь пахать с 9 до 6, возвращаться домой, воспитывать детей, готовить ужин, к этому готова? Они отвечают, нет, мы к этому не готовы. Я не смогу, я не справлюсь. Естественно, лечить таких людей без психолога практически невозможно. То есть человека нужно подготовить к тому, к самостоятельной жизни, чтобы он не переносил вот это все на окружающее общество, не снимал с себя ответственность. Это достаточно сложные заболевания. Когда мы видим, например, этот диагноз, очень тяжело мы берем на лечение, потому что пациент не выздоравливает, хотя ты его лечишь согласно медицинским стандартам. То есть даже если ему хорошо, он может бессознательно имитировать эти приступы. Это обычно пациенты вот, исламских клиник, допустим. Бывает такое, что муллы сами звонят нашим психологам, мне, или уже отправляют на слово, говорите, как бы, там нет нашего, идите к врачу. Но тем не менее, вот они ходят от муллы к мулле и от врача к врачу, который подтвердит, что нет, там что-то есть. И это замкнутый круг, это бесконечный поход по врачам. Конечно, редко кто из именно конверсионных заболеваний на моей памяти до конца вылечился, потому что для того, чтобы их вылечить, нужно повышать самообразование пациента, а мало кто хочет трудиться для того, чтобы стать умнее или успешнее, если он к этому не привык с детства. А вот касаемо воспитания детей, вот согласно каким принципам родителям нужно доносить какую-то информацию до своих детей, чтобы вот выросла здоровая психическая личность? Не нужно воспитывать детей, нужно воспитывать себя. Ребенок, опять говорю, у него критические зоны мозга не сформированы до конца. Он воспринимает окружающий мир вот конкретно. То есть если он видит плачущую мать или ссорящихся от родителей, он будет воспринимать это как бы за правду, что так должно быть. И это будет все складываться в нейронной связи. И он будет стремиться по жизни к такому же формату отношений. То есть если родители хотят, чтобы их ребенок был психически здоров и он дальше был успешен, они должны давать ему максимум самостоятельности в рамках того жизни, как они живут, и показывать только на своем примере как можно более спокойную и благоприятную обстановку, не более. Это на самом деле, я не думаю, что составит какого-то труда. Вы как раз-таки сказали про телесное проявление стресса, да? Да. В вашей практике были пациенты, у которых вот как раз-таки их психическое заболевание повлияло действительно на органы их тела? Конечно, от психического... Например, синдром раздраженного кишечника. Синдром раздраженного кишечника, язва желудка, да? гастрит, онкология.
кардиологические заболевания. Просто проблема в том, что многие люди не верят даже, что вот стресс может как раз-таки так сильно и так пагубно повлиять на организм. Опять-таки, это проблема не людей, конечно, это проблема вообще системы, которая сейчас есть. Был такой интересный случай у нас на работе, когда мужчина пришел с синдромом раздраженного кишечника, о котором ты говоришь. Это когда у тебя нарушается работа кишечника, грубо говоря. Не будем там вдаваться в подробности. Вот по всем гастроэнтерологам он ходил, по неврологам он ходил, и он говорит, вот меня сюда навязчиво присылают. Вот говорят, иди к психотерапевту, иди к психиатру, но я не понимаю, чем вы можете мне помочь. Но мы говорим, ну хорошо, давай тогда ты ляжешь на стационар, и там уже будем разбираться. Ну, мы начали лечить, естественно, его голову, не его кишечник. У него все прошло, и мы ему говорим, вот смотри, вот твой кишечник сейчас нормально работает. То есть он говорит, да, вы как бы мне помогли. Но ты же понимаешь, что мы как бы лечили голову? Он говорит, нет, не понимаю, голова где, а кишечник где? То есть до людей не доходит, что есть центральная нервная система, есть вегетативная нервная система. У нашего кишечника есть своя вегетативная нервная система, которая подвержена стрессу. Если в голове есть чувство постоянной тревоги, то происходит спазм внутренних органов, всех. Естественно, это может приводить у кого-то кишечным проблемам, у кого-то кардиологическим, у кого-то там вплоть до желудочного кровотечения, потому что если ты находишься в депрессии, в тревоге, ты всегда в состоянии внутреннего напряжения. Это вот как солдат в окопе, который вот на войне находится, он всегда ждет, что вот он должен быть мобилизован. Так человек в стрессе, где бы ты ни находился, стресс он одинаковый. То есть у тебя кортизола в крови зашкаливает, у тебя адреналина в крови зашкаливает, твой мозг видит, что тебе что-то угрожает, и ты продолжаешь работать, продолжаешь учиться, жить, наслаждаться как бы жизнью в кавычках, ожидая, что что-то плохое случится по умолчанию. Ты это в себе подавляешь, и, естественно, происходит спазм внутренних органов, и они начинают страдать. Это обычная нейрофизиология. Элла Мусаевна, вот как по вашему мнению, влияют ли информационные технологии на психическое здоровье людей? На психику влияет все, что мы потребляем. Если мы потребляем качественный контент и регулируем его количество, естественно, это не будет как-то пагубно влиять на психику. Но, учитывая современный мир и вот эту массовую пропаганду современных гаджетов, соцсетей, человек не может перед этим устоять. И формируется цифровая зависимость. Кстати, в следующем году уже выйдет международный классификатор болезней 11-го пересмотра, где в рубрике 5 психических расстройств будет новый диагноз, и будет он звучать как цифровая зависимость. То есть в 2025 году ни один врач-психиатр не сможет сказать, что нет психически здоровых людей, потому что практически 90% ходят с телефоном в руках. Что значит то, что цифровая зависимость попадает в МКБ-11? Это означает то, что мы имеем уже какой-то органический субстракт. То есть мозг человека, у которого цифровая зависимость, количество нейронных связей в нем на 10-15% ниже, чем у обычного человека. О чем это говорит? Так как мозг – это наша центральная нервная система, и она отвечает за интеллектуальную деятельность, за способность креативного мышления, получается, цифровая зависимость приводит, грубо говоря, к отуплению, к снижению интеллекта. Есть такой интересный тест на уровень креативного мышления. Его проводят ученые раз в десятилетие. И если взять последние десятилетия, то данные показали, что уровень креативного мышления, обычно на детях и подростков его проводят, в 2 раза ниже, чем был в 1984 году. То есть, получается, общество, грубо говоря, становится глупее. Также мышление становится клиповым. Это не медицинский термин, но что он означает? Означает, что мозг человека воспринимает информацию краткосрочную, то есть картинками, шаблонами, и не способен интерпретировать сложные высказывания, большие тексты. Поэтому вот у нас всегда, вот, если мы возьмем, например, такую соцсеть, как Инстаграм, например, у какого-то непритязательного блогера, который не несет никакую интеллектуальную нагрузку, подписчиков и активности у него будет в разы больше, чем у доктора медицинских наук, который вещает что-то действительно серьезное. То есть если мы спросим сегодня на улице у подростка, что такое, вот, что за произведение, там, «Скотный двор», он скажет, что это там, о животных, которые о чем-то там лепетали. Или спросим у него, о чем вообще преступление и наказание, он скажет, что это там, мужчина убил там, бабушку топором. То есть нету никакого второстепенного анализ, смысла. да? Не способен просто этот ребенок его провести.
И второй момент, ученые доказали, что цифровая зависимость, у него мозг человека с цифровой зависимостью абсолютно идентичен мозгу человека с наркотической зависимостью. От чего это зависит? Все в таком нейромедиаторе дофамин. Есть огромное количество нейромедиаторов в головном мозге, но дофамин один из самых важных, потому что он отвечает за мотивационные функции наши, за нашу способность получать удовольствие от жизни. Дофамин вырабатывается, когда мы просматриваем что-то, собираем картинки. И вот, например, если мы возьмем сети Инстаграмы, ТикТоки, где мы постоянно листаем ленту, мозг начинает вырабатывать вот этот быстрый дофамин. И мы его сразу же растрачиваем, потому что мы получаем кратковременное удовольствие. Но чтобы достигнуть каких-то там планов жизненных, концентрация дофамина должна быть в голове максимальной, в крови. Он вырабатывается ежедневно в определенном количестве, растрачивается. То есть это как, знаешь, наплыв плотины. Вот река, когда вот она накопится и дает взрыв, и все, ей на пути там ничего ее не остановит. То же самое и с дофамином. То есть если мы не даем ему накопиться, то мы не способны никакой интеллектуальной и физической деятельности. Мы убираем телефон, а ощущение у нас, что мы поработали. То есть мы и не отдохнули, когда вот это все там просмотрели. На этом, в принципе, и строится вот работа всех этих мессенджеров. Это же не глупые люди их создают. То есть человека держат на вот этой дофаминовой игле, дешевый дофамин. Это как быстрые углеводы. Ты их вроде поела, шоколадку, и кажется, что сейчас жизнь наладится, там все тебя отпустит, кратковременное удовольствие ты получила, и все. Дальше ничего хорошего. Поэтому телефон становится не просто средством связи, каким он должен быть, а телефон становится оружием для уничтожения нашего головного мозга. Получается, чтобы выйти из этой дофаминовой ямы, так скажем, да, нужно что делать? Нужно ограничить информационный, развлекательный контент. Цифровой детокс, да, получается? Да. Завершая наш с вами диалог, я хотела бы вас попросить, какие бы советы вы бы могли дать нашим телезрителям касаемо их психического здоровья? Вот как сохранить психическое здоровье вот в наши дни? Я бы хотела сказать, суммировать вот все, что мы с тобой выше сказанное обсудили, и просто вдуматься в то, что мы сказали. Как можно меньше читать псевдопсихологов, которые говорят общими фразами, и прислушаться к своему состоянию, и к врачам, которые общей практики, которые все-таки сейчас активно отправляют на консультацию к психотерапевту. Пойти к психотерапевту — это не стыдно, и как бы это нормально. Это врач, не который лечит душу, это врач, который лечит наш головной мозг, нашу нервную систему. Вы же не стесняетесь идти к кардиологу или там еще каким-то врачам, которым действительно, бывает, как бы неудобно идти. Потому что психическое здоровье — это центр Вселенной. То есть от него зависит физическое состояние, благополучие жизни, качество вашей жизни. И уже от того, какой вы психический человек, также вы влияете на общество. То есть от того, насколько мы психически здоровы, зависит будущее человечества, будущее нашей страны, будущее нашей республики. Элла Мусаевна, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Удачи вам, да, это будет. Спасибо, что позвали.